7 дней. Когда-нибудь настанет тот день, когда наш городской мусор перестанет быть космическим и обретет, наконец, собственника, хозяина. Разруха, как говорил известный профессор, не в клозетах, она в головах. Если целый город напоминает строительную площадку, о какой чистоплотности жителей тут можно говорить? По большому счету, наши мегаполисы устроены так, что мы, жители, не чувствуем себя в них уютно. У нас нет ощущения принадлежности к городу. Мы не ощущаем себя его частью. Город как будто существует отдельно от нас. Он огромен, он высок, он нависает над нами, давит всей своей мощью, заставляя нас искать уединение в своей собственной скорлупе. Человеческий масштаб давно не в моде. Вот о чем я говорю. Наша современная архитектура. Мы называем эти пространства городом, но на самом деле, несмотря на то, что здесь живут люди, они кажутся нам безжизненными. Это уже не город, это жилые гетто. Город предполагает общение. Мы же все больше скрываемся от людей в этих панельно-кирпичных пещерах. Унылая атмосфера наших городов формировалась десятилетиями. Архитекторы возводили города, смотря на них не на уровне человеческих глаз, а, как обычно, сверху. Так мы упустили самое главное. Как у нас строят, например, жилой район? Первым делом поставим жилую коробку. Совсем рядом еще одну, потом еще и еще. Отлично, чего-то не хватает. Дороги, конечно. Проложим дорогу. Ну и хватит, пожалуй. Где тут будут парковаться машины? Есть ли тут общественный транспорт? Куда будут ходить люди гулять? Нужны ли тут скверы, парки? Это нас уже не интересует. Места больше нет. Так что терпите, граждане. Мы вообще тут граждан не видим с такой высоты. Нам не до них. Все и так выглядит прекрасно. Сколько-то квадратных метров сдано, столько-то километров дорог построено. А вот как делают в хороших европейских мегаполисах? Сначала создается пространство для людей. Прогулочные зоны со скамеечками, детскими площадками, зелеными зонами. Потом сюда подводится, например, ветка метро, располагают магазины, аптеки, школы. И вот только теперь архитекторы смотрят. Причем не так вот смотрят, а вот так смотрят. А где тут место для зданий и каких зданий? Вряд ли построят 15 этажей. Скорее всего, этажей 5, чтобы люди чувствовали себя частью всего этого человеческого пространства, не были оторваны от него. Так, например, относятся к людям в столице Дании, Копенгагене. На прошлой неделе мы уже рассказывали об опыте этого города по борьбе с пробками. Копенгаген в течение 50 лет планомерно отвоевывал пространство у автомобилей, отдавая их людям, пешеходам. Именно в этом городе возникла транспортная и архитектурная философия, которая затем распространилась на весь мир. Сначала мы формируем наши города, а затем города формируют нас, говорят в Дании. И они 1000 раз правы. Всякий раз, когда мы посещаем европейские города, столь же живописные, как, например, Копенгаген, нас посещает какое-то странное ощущение непривычного нам комфорта. Нам здесь хорошо, нам здесь удобно. Мы чувствуем, что этот город создан для людей. Мы не знаем, из чего складываются эти наши ощущения, потому что складываются они из тысячи мелочей, которых мы просто не замечаем, разглядывая одни только достопримечательности. Сегодня мы обратим на них внимание. Итак, знакомьтесь, Копенгаген. Город, который вдохновляет весь мир. Мы рассказывали, Копенгаген на сегодня, возможно, самый пешеходный город мира. С 60-х годов прошлого века ежегодно количество парковок в центре Копенгагена сокращали на 2%. В итоге 100 тысяч квадратных метров площади было возвращено пешеходам и велосипедистам. Даже те улицы, где автомобильное движение еще разрешено, производят неизгладимый эффект. Обратите внимание, давайте остановим мгновение. Что мы видим? Первое и главное – распределение пространства. Вот какую часть этого пространства здесь имеют машины. По справедливости. Пешеходов и велосипедистов за день здесь бывает больше, чем машин. И вот что имеют пешеходы. И второе. Заметьте, пешеходная зона всегда выложена плиткой. Никакого асфальта. Это недопустимо. Асфальт для машин. Это правило соблюдается неукоснительно, везде и всегда. We actually reduced
Мы уменьшили здесь пространство для машин, мы значительно расширили тротуары, и это позволило сразу разместить здесь и кафе, и отели. Теперь это общественное пространство, и повсюду здесь вы видите великолепную плитку. Город удобный для людей. Вот что нам так нравится всегда в этих заграницах. Даже не свободные от трафика улицы датчане делают невероятно привлекательными для пешеходов. Мы создали здесь альтернативу пешеходной улице. Вам по-прежнему здесь комфортно и на велосипеде, и пешком. И в то же время машины здесь могут проехать и припарковаться могут. Но все здесь для людей. Архитектура для скорости 5 километров в час. Кристиан Виллотсон, специалист всемирно известной датской компании Gale Architects, один из тех, что меняет не только Копенгаген, весь мир к лучшему. Мы слышали, он сказал, архитектура для скорости 5 километров в час. Что это? Что мы видим на этих красивых картинках? Мы видим пешеходные улицы, скажет обыватель. Это очевидно, но на самом деле мы видим общественные пространства, умело спланированные профессионалами. Это та самая архитектура для 5 километров в час, для скорости пешехода. Новые впечатления каждые 4-5 секунд. 15-20 магазинов на каждые 100 метров. Такой должна быть планировка города. Это внимание к деталям делает город живым, чего нам так не хватает. Америка нынче вдохновлена идеями копенгагенских архитекторов. Знаменитая Таймс-сквер в Нью-Йорке, некогда наводненная автомобилями, нынче превращена в пешеходную зону. Люди счастливы, хотя предрекали затеи провал. Кому сказать спасибо, чья была идея? Вот он, перед нами, этот человек. Мы знаем больше о среде обитания горных горилл, или медведей-панда, или сибирских тигров, чем мы знаем о том, какой должна быть среда обитания Homo sapiens. Вы можете видеть это по всему миру. В течение долгого времени архитекторы просто возводили эти параллельные жилые башни, рядом ставили огромные парковки, дороги, и вся эта территория совершенно непригодна и бесполезна для людей. Сначала мы формируем город, а потом город формирует нас. Мы придаем форму зданиям, а они придают форму нам. Жители Казани и вообще крупных городов, наверное, прекрасно понимают, о чем говорит датский архитектор. Мы живем в этих каменных джунглях. Огромное море асфальта, жилые и вместе с тем абсолютно безжизненные здания. Ничего между ними. Отсутствие всяких деталей, отсутствие пешеходов на улицах. Машины – хозяева улиц. Это и есть та унылая атмосфера наших городов, в которой мы живем. Это и есть архитектура для скорости 60 км в час. Там, где существует автомобильный масштаб, пропадает масштаб человеческий. Отсутствие деталей, отсутствие человеческого масштаба угнетает нас, формирует нас. Работа-дом, дом-работа. Мы не используем город, потому что города по существу нет. Город не приглашает нас выйти на улицу. Мы не интересны ему, он не интересен нам. Вы можете построить город, который не побуждает вас ни к чему. Вы просто сидите в своей квартире в одном из домов, смотрите на другой такой же дом и думаете, а чего ради мне выходить из дома? Я и так все вижу отсюда, и ничего интересного там не нахожу. Мы последние 50 лет как делаем? Мы сначала возводим здания. А вот потом только мы начинаем смотреть, а что тут вообще осталось? Что тут теперь можно сделать? И сможем ли мы теперь найти такого архитектора, который что-то тут придумает? Ну, вряд ли. Как же это все знакомо и как это все про нас? Сначала здание, потом, глядишь, все остальное. Если места хватит. Наш принцип. В Копенгагене ситуация зеркальная. Мы заехали, ей-богу, в первый попавшийся нам по дороге жилой массив, в первый попавшийся двор. Обычный жилой район Копенгагена. Совершенно обычный дворик. Чего-то не хватает, правда? Не хватает машин. Их здесь нет и быть даже не может.
Место здесь для них вообще не предусмотрено. Велосипеды вот, пожалуйста, а машины все здесь, внизу, на подземной парковке. Застройщик постарался, причем никто его к тому не обязывал. Застройщик сделал это сам по той простой причине, что иначе он бы не смог продать квартиры во всем этом жилом районе. Эта датская философия прослеживается буквально во всем. Сначала создаются пространства, сначала создаются условия, и только потом возводятся сами здания. Невооруженным глазом видно, что двор этот был спроектирован заботливыми архитекторами. Он совсем небольшой, но все здесь для людей. Есть где посидеть, поговорить, порезвиться с детьми. Обратите внимание, квартиры первых этажей имеют выходы прямо на улицу, во двор. Что-то вроде веранды для соседских посиделок, ну просто для общения. Снова общественное пространство, даже здесь, у себя дома, где все мы привыкли, как за каменной стеной, в одиночестве коротать вечера. Весь этот город таков. Вот что нам так в нем нравится. Люди используют город. Город приглашает людей, и они наводняют его улицы. К нам пришла идея, что вместо наших городов, где жители абсолютно пассивны, мы можем построить город, где есть чем заняться, где вы гуляете, катаетесь на велосипеде, и это часть вашего обычного дня. Это разумная политика и в области здравоохранения, и в области экологии, и в области благоустройства. Вот что такое копенгагенизировать. Это значит изменить образ мыслей так, чтобы мы осознали, что нам нужно обратиться, наконец, лицом к человеку, что город должен быть местом встреч для людей. Этими идеями датских архитекторов нынче, кстати, заинтересовались в Москве. Так что и у нас еще есть шанс для работы над ошибками. Вдохнем ли мы жизнь в наши города? Наверное, но не раньше, чем мы признаем свои ошибки. Заграница нам поможет. Михаил Любимов и Роман Безменов. 7 дней. Датский профессор Ян Гейл 1000 раз прав. Мы действительно забыли о человеке, занимаясь масштабным градостроительством. Мы совсем ничего не знаем о том, какой должна быть сегодня среда обитания Homo sapiens. Если бы я стал разговаривать с вами вот на таком расстоянии все время, вы бы чувствовали себя не очень комфортно. Не правда ли? Вы меня видите сейчас в общих чертах, не видите моих эмоций, выражения лица. Я отдалился от вас, а вы от меня. Это и есть наш масштаб, к которому мы, увы, привыкли. А вот так беседовать намного комфортнее. Вот на такой масштаб когда-то были рассчитаны наши города. Впечатление на уровне глаз, внимание к деталям. Сегодня наши улицы безжизненны, они подобны пустому театру. Раз нет зрителей, значит, что-то не так с постановкой. Не так ли? Мы продолжим после рекламы.